Перезагрузка системы социальной защиты и занятости населения в Коми началась еще в прошлом году. Сегодня ведомство уделяет особое внимание демографическим программам, вопросам качества жизни и уровню благосостояния граждан. В первую очередь тех, кто действительно нуждается в помощи. Так, с июля прошлого года в двух муниципальных районах республики, Сосногорском и Карткиросском, в качестве эксперимента начали вводить новый вид помощи малоимущим семьям с детьми. С жителями Коми было заключено 244 семейных социальных контракта. Из 29 семей, которые на момент 1 января закончили участие в контракте, 20 улучшили свое материальное положение. Такой позитивный результат позволил региону в этом году включиться в уже федеральный пилотный проект Минтруда. То переобучение, которое есть сейчас по социальному контракту, оно сопряжено со стажировкой на рабочем месте, которая также оплачивается работодателю. Получается взаимовыгодная ситуация. И человек обучается и получает за это пособие, и работодатель, который принимает его на работу, получает частичную компенсацию средств. Поэтому работодатели на это активно идут. Еще один новый проект, который ждет Коми – создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Ее главная цель – вернуть людей в социум, к привычному и комфортному для них образу жизни. В рамках проекта подразумевается привлечение патронажной службы, сиделок и волонтеров, а также намечено внедрение системы сопровождаемого проживания. Этот проект, который предназначен для людей уже старшего возраста, в первую очередь предназначен для того, чтобы люди проживали в условиях домашних, не переезжали в интернаты, то есть определяется степень их возможности к самообслуживанию и определяется степень того, насколько социальный работник или сиделка должны помогать. В этом году в проекте примут участие Сыктывкар, Ухта и Сысольский район. Эффективность программы проанализируют, а затем в случае успеха растиражируют и в других муниципалитетах региона. Ксения Лосева, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.